Эта дорога – единственная возможность местных жителей и туристов добраться до Столовой горы. Узкая грейдерная полоса годится только для подъема пешком или на мотоцикле. Автомобиль туда не проедет, а учитывая то, что дорога длиной около 6 километров, нужно не только большое терпение, но и хорошая физическая подготовка. Решить застарелую проблему взялись в администрации Бейни. Местные жители шуму работающих тракторов на дороге очень рады, ведь пока им приходится нелегко. وزداهش تكون إيشز علامة جوا إجوا تكون إيشز نق سلاخي ليل دواه يكن زعم شو ليتني أدقون باس بيش ألسنا وظلام واحد وسك جود سليلش بجن سليلش أساس سليلش وال مش وال سلاخي آخر دوهن بيت بولس أبتا يحكي آخر دوهن حد دواسيش. Эта дорога проходит по одному из самых популярных туристических маршрутов Горной Ингушетии. Поэтому новая артерия станет хорошим подспорьем в деле создания условий для туристов и увеличения их потока. Когда дорожные работы завершат, посещение Столовой горы станет делом получаса и экономией сил на восхождение. Строительство новой дороги профинансировал меценат, а реализацию проекта контролирует местная администрация. Очень много домыслов, слухов в соцсетях, кто ее строит. Это заказчиком является администрация сельского поселения Бейни. Именно на этой седловине у нас находится радио, телевещание, вышки стоят. Вся связь, весь интернет на весь Жайрахский район мы получаем оттуда. Туда идет и подземный кабель. И, в принципе, несколько раз в месяц приходится разным организациям туда подниматься, и чтобы облегчить им задачу, чтобы для более быстрого доступа к этим вышкам. И один из самых таких популярных последние 2-3 года маршрут на этой Столовой горе, как мы все знаем, это очень знаковое, такое значимое место для всего ингушского народа. У нас там храмы там находятся, 3 храма. И вот в совокупности вот эти все, это подвигло нас, вот эту все-таки эту дорогу достроить ее до седловины, что мы до Дня Республики, наверное, все-таки ее и достроим. Из-за высоких склонов и особенностей рельефа здесь нельзя уложить асфальт. Таковы утвержденные автодором стандарты. Однако грейдерная дорога будет достаточно широкой. К тому же по всей длине планируют сделать ограждение. Помимо новой дороги, которую планируют завершить к 30-летию республики, в Жайрахском районе строят новые беседки в башенном стиле. По заверению администрации, всего их 3. Нам удалось заснять одну из них. Выглядит и вправду впечатляюще. Отличное место для остановки как туристов, так и местных. Благодаря таким проектам для развития туризма создаются хорошие условия. Это влияет и на увеличение потока желающих посетить наш регион. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.